Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами находимся в первой в Абхазии IT-школе STEM лаборатории. Здесь учеников обучают самым разным новейшим информационным технологиям, таким как робототехника, веб-программирование, графический дизайн и 3D-моделирование. Давайте посмотрим, как устроены их уроки и вообще, что же это такое STEM лаборатория. JavaScript — это полноценное программирование. И что он вообще может делать именно в браузере? Это создавать новые HTML-теги, удалять существующие, то есть менять расположение элементов, их размеры и так далее, и так далее. То есть такой интерактивность и динамичность придает. Также на действие пользователя, то есть опять же та же самая интерактивность, то есть мы можем щелкнуть на какой-то элемент, и произойдут какие-то события, мы их можем программировать. То есть все, что мы там нажимаем или делаем, будет иметь какое-то действие. Идея витала давно, необходимость в IT-специалистах тут очень серьезная. Я сам когда-то что и сейчас, в принципе, занимаюсь со сферой, которая связана с IT, да, и мне остро не хватало специалистов. Более того, это все меня подталкивало к тому, что нам нужны специалисты, но я их не знал, где взять. Где-то 1,5 года назад нас позвали на международный конкурс в Белоруссии, в Минске. Там проходил хакатон, и нужно было с Абхазии отправить команду айтишников. То есть это должны быть и графические дизайнеры, и программисты, и менеджеры и так далее. Вот. И мы тогда собирали команду, у нас то ли 8, то ли 10 человек было. Вот мы всей командой поехали туда, участвовали в конкурсе, но все это проходило в здании IT-школы, да, белорусской, самой крупной. И, естественно, это нас впечатлило, дополнительного импульса придало. Вот. И по приезду мы задумались, как бы это все реализовать в Абхазии. Поддержка школы-лаборатории STEM для нашего фонда было решение абсолютно органичным, поскольку целью нашего фонда работы, это создание благоприятных условий для развития Абхазии. А что, как не поддержка первой IT-школы в Абхазии, служит именно таким целям? Абхазия должна стать конкурентоспособной. И без информационных технологий в нашей объективной реальности это сделать крайне сложно. У нашей страны очень много трудностей и очень много сложностей. И, к сожалению, наше государство не всегда может оперативно отвечать на вызовы времени, к сожалению. Но, к счастью, в нашей стране есть меценаты, например, Беслан Родионович Агрба, при поддержке которого создан и работает фонд Амшра. И Беслан Родионович, как никто другой, понимает, как важно для развития страны образование и IT-образование в частности. И школа-лаборатория STEM должна стать таким фундаментом для всего IT-образования в нашей стране. И мы надеемся, что дети, которые получат здесь образование, они, выбирая свою будущую профессию, будут фокусироваться именно в этом направлении. Потому что, собственно, по объективным причинам, например, на рынке труда в Абхазии сейчас невероятная нехватка специалистов в этой области. У нас на текущий момент сейчас 4 направления. Это робототехника, то есть для детей с 5 по 7 классы. Мы учимся создавать роботов, их программировать. Для этого используем специальную линейку наборов Lego. То есть есть такой набор Lego Education, да, который используется во всем мире в образовательных целях, в школах, даже в детских садах используется. Вот, у них своя методика обучения, то есть с раннего возраста учатся программировать, создавать роботов. Помимо этого у нас есть программирование, учим подростков создавать веб-сайты, есть графический дизайн, изучаем такие программы, как Adobe Illustrator, Photoshop, и 3D-моделирование, в рамках которого мы учимся моделировать различные 3D-объекты.
Вот все это мы проходим, используя программное обеспечение профессионального уровня. Конкретно я преподаю основы веб-программирования, то есть это такая новая специальность, это создание сайтов, если говорить в общем. А ученики, они заинтересованы, то есть я вижу интерес в их глазах, и мне нравится преподавать, потому что за то время, когда ты сам чему-то учишься, за то время, когда ты работаешь, ты получаешь какие-то профессиональные навыки, и в любом случае возникает желание делиться этими навыками, то есть делиться решением тех путей сложных, которые ты прошел, чтобы другим людям было легче это все проходить. А так как я вижу интерес, что у учеников есть, то мне, разумеется, очень приятно, когда мои знания кому-то пригождаются. Если вдруг что-то нужно помочь ребятам, Денис объясняет материал, затем, когда наступает время практики, я подхожу, помогаю ребятам, если вдруг у них какие-то проблемы с кодом, что-то не получается, что-то нужно дополнительно объяснить, повторно рассказать материал. В таких ситуациях я стараюсь помогать. Я вообще 2 года назад, в 9 классе, я занималась в точно такой же группой программирования, которую вел Демей в другом проекте. Я завершила обучение тогда, и когда я узнала, что сейчас находится эта школа, я записалась сюда тоже, поволонтерить здесь, потому что это практика, это хорошая на самом деле практика и хороший способ вспомнить все то, чему я обучалась раньше. Я сейчас учусь на курсе графического дизайна, тоже в этой школе. На самом деле здесь очень классно. Система обучения сильно отличается от того, как у нас проходит все в школах, и она очень эффективна. На самом деле курс графического дизайна очень помог. Очень помогает во многом, и мы обучаемся программе Adobe Illustrator, то есть мы можем создавать, нам не нужны никакие навыки рисования, мы можем создавать изображения, иллюстрации на компьютере с помощью мышки, клавиатуры и монитора. Когда учеников стимулируешь отрицательной мотивацией, это плохо работает, на самом деле ребята просто расстраиваются и все. Так что мы выбрали другую систему, у нас есть монетки. Мы набрали определенное количество монеток, за успешно выполненные задания мы раздаем ребятам монетки. На эти монетки они затем могут из этого магазинчика что-нибудь выбрать себе и купить. Вот, допустим, у нас есть наушники, стоят 20 STEM-коинов, так называются наши монетки. У нас есть монополия, есть распечатанные на 3D-моделировании браслеты. Кроме того, ребята из 3D-моделирования, они обычно говорят, что им все это неинтересно. У нас есть возможность распечатать на нашем 3D-принтере за монетки свои модели. Вот, да, так что они в основном на это все не смотрят, они сразу хватаются за возможность печати. Да. Кроме того, у нас есть наш большой приз, мы будем разыгрывать в конце обучения, вот сейчас в этом месяце у нас заканчивается первый курс, будем разыгрывать квадрокоптер на аукционе. Кто больше предложит, тот берет приз. IT — это самая востребованная профессия на текущий момент. Все компании, которые сегодня существуют, в будущем, они все уходят в IT. Вот, пример приведу, да, там наверняка слышали Тинькофф Банк. То есть это уже не банк на самом деле, это IT-компания. У них нет офисов по всей России, да, как у остальных банков. У них все в электронном виде, есть мобильное приложение, оно в телефоне. За мобильным приложением стоит огромное количество айтишников. Есть, например, такой атлас новых профессий называется, да, там в Сколково 2 года назад выпущен, книжка такая выпущена была. Там перечисляются профессии, которых в ближайшее время, они называются профессии пенсионеры, да, которые завтра исчезнут. И просто огромное количество новых профессий, которые завтра появятся. И читая этот список, на самом деле становится очень грустно, потому что там перечислены практически все профессии, которые вот сегодня здесь преподаются. То есть они уже в ближайшие 2-3 года не будут никому не нужны. Сейчас, спустя 3 месяца работы школы, я за всю команду могу сказать, что проект получился.
И это огромная радость для всех нас. И когда ты видишь, как эти дети с такими горящими глазами, такие вдохновленные и, самое главное, такие мотивированные, спешат на занятия, и целый час здесь настолько прикладывают столько усилий, столько вдохновения, работают и воплощают свои идеи в проекты, это, конечно, для нас самая большая радость. И, собственно, ради этих результатов мы все и работаем. И еще одна очень важная функция нашей школы. Мы планируем, мы надеемся, что через какое-то время мы сможем популяризировать IT-специальности среди родителей. Потому что ни для кого не секрет, что зачастую финальное решение о выборе профессии ребенка принимают именно родители, ну, по тем или иным причинам. И мы очень надеемся на то, что спустя какое-то время работы школы родители, вот именно не выбирая, а обсуждая будущую профессию с ребенком, они будут не столь настороженно смотреть в направлении IT-специальностей. Саша, расскажи, пожалуйста, что дала тебе эта школа? Ну, школа дала мне много нового. Всегда было интересно, когда ты заходишь на какие-то сайты, как это вообще все делается. Было очень интересно. Полазил в интернете, ничего понятно не было. И как-то случайным образом увидел объявление, что вот есть такая школа программирования, и было очень интересно сюда попасть, и ожидания оправдались, и очень, очень интересно, очень познавательно. С учителем очень повезло. Постоянно шутим, смеемся, и в общем, то есть очень интересно, и я рад, что я попал сюда. Сейчас пока хожу только на программирование, пока в большей степени мне это интересно. Потом в дальнейшем посмотрим, может быть, и на какие-нибудь другие занятия пойду. А что за задание дал тебе учитель? Расскажи, что это. После всего обучения нам дали возможность сделать полностью свой сайт и о том вообще, что мы хотим сделать. Я решил сделать сайт, так как я много играю в игры, сделать новости о играх, и в принципе моя задача была выполнена. То есть при помощи учителя и так сам стараясь, все у меня получилось. И покажешь сайт? Покажи, пожалуйста. И немножко расскажи, что, где, какие отделы. Вообще, вот сайт полностью выглядит мой так. То есть тут есть отдельные, так сказать, блоки, которые по-разному, с каждой фотографией, с каждой надписью нужно полностью работать, все оптимизировать. И то есть тут дальше у меня идет различные новости о играх и вообще как создаются игры. И то есть каждая кнопка это проработанная, то есть чтобы получить, например, такой переход, цвет, это все нужно настраивать. Например, мы работаем в таком текстовом редакторе, и то есть все эти команды, то есть работают по-разному, и все это нужно знать. А какие есть отделы на сайте? Я зайду, например, как пользователь. Например, есть, то есть главная, то есть сама эта страница, есть галерея, статьи, игры. Сейчас они находятся в разработке, поэтому в скором времени будут готовы. А так, то есть первая информация, то есть о том вообще, как создаются игры. Очень в детстве смотреть фильм «Гарри Поттер», все эти фильмы. И сейчас пришла идея создать сайт, где будет написана биография писательницы этих книг Джоан Кэтлин Роулинг. И, так скажем, где в этом же сайте продажа книг и всякие разные разделы, но пока что они в разработке у меня. Те предметы, которые мы преподаем, они дают огромный спектр возможных IT-профессий. Если, например, взять 3D, в 3D сейчас используется в анимации, в видео, в смысле, когда снимается кино, 3D используется в архитектуре, огромное количество профессий, в которых используется 3D. Мы, помимо всего прочего, еще учим их использовать 3D-принтер, который сейчас набирает обороты, то есть это такая популярная
вещь, которая, на мой взгляд, в скором будущем будет дома у каждого, как микроволновка, да, то есть ты можешь на ней, в принципе, распечатать все, что сделано из пластика и не только. Да, ну а в нашем доме, как правило, много всего из пластика сделано, да, то есть можешь скачать с интернета готовую модель, если сам не умеешь моделить, распечатал его на принтере, вот у тебя уже там готовая вещь. Сегодня на IT-профессии очень высокие заработные платы. Многие родители по старой привычке думают, что надо там на экономический или там врачом или еще куда-нибудь, да, чтобы ребенок зарабатывал себе на жизнь. А на самом деле это не так. Эти профессии уже давно устарели. Сегодня вот даже выпускники, вот, например, вот сегодня будет урок программирования, да, они уже на таком уровне, на котором они могут найти работу, которая будет давать им больше денег, чем их родители. То есть они всего 3 месяца учились, им необходимо зарегистрироваться на бирже труда, ну это всякие фрилансы, да, там, получать заказы, выполнять, и они уже будут больше зарабатывать, чем их родители. В принципе, у нас вот на первом этапе, да, мы не делали никакого отбора, то есть всех желающих брали по мере поступления заявок. Но это было ошибкой, потому что есть разный уровень между учениками, да, который мешает, ну, они друг другу мешают. То есть кто-то быстрее усваивает материал и немножко скучает, а кто-то чуть медленнее. Необходимо проводить небольшое тестирование, да, и делить их на правильные группы. Но это мы уже учтем в наших следующих потоках. Вот сейчас заканчивается первый поток, 70 выпускников у нас уже есть. Следующий набор будет тоже 70 человек, может даже больше, потому что у нас сейчас появляется новый предмет, это дизайн мышления. У нас очень классный преподаватель. Вот. И есть очень большое количество заявок от старшего поколения, то есть, ну, они школьников уже, они тоже хотят учиться, переучиваться. Кто-то хочет изменить вообще сферу, то есть свою профессию изменить, понимают, что IT — это круто. Я думаю, что это проект, который долгосрочный, проект, который имеет будущее, потому что ну, востребованность понятна. Да? И вот к нам уже обращаются люди, взрослые, которые работают в тех или иных областях, и они просят, чтобы... И вот нехватка этого айтишного образования для них как-то плохо сказывается на их работе. И они просят, чтобы при школе были открыты курсы для взрослых, как бы, да, не только для детей, для взрослых, которые были бы специализированно направлены на то, чтобы помочь им в различных областях, вот на современном этапе, как на современном таком уровне, выполнять их работу. И это говорит о том, что на самом деле проект успешен, несмотря на то, что он такой только 3 месяца как бы работает, и я думаю, что у него на самом деле большое будущее. Ну, когда в 2009 году, в общем-то, зарождался фонд, и мы очень много обсуждали, что бы мы могли сделать полезного для Родины, и выбрали, в общем-то, несколько приоритетных направлений. Многие хотели, молодые особенно поддерживали, чтобы их бизнес-проекты. Но мы все-таки решили остановиться на этом этапе, во всяком случае, вот уже 9 лет, на социальных проектах, потому что послевоенная Абхазия, она нуждалась именно в социальной поддержке, общество нуждалось в этом. И поэтому мы выбрали несколько приоритетных направлений. Это, конечно, абхазский язык, но абхазский язык с каким-то инновационным подходом, что ли. Потому что уже столько лет мы бьемся над тем, чтобы язык жил, чтобы язык был не просто востребован, а на самом деле стал необходимостью в нашей общественной жизни. Но не очень получается. И мы тогда стали задумываться, а почему, собственно говоря. Надо вводить новые методики, надо понимать, что язык сегодня для нас это не только, опять повторяю, на таком ура-патриотическом уровне «надо», а это «надо» должно стать внутренней потребностью, и тогда язык будет жить. Поэтому абхазский язык, инновационные проекты «Добро пожаловать». Это проекты, которые поддерживают здоровый образ жизни, проекты, которые необходимы нам сегодня, какие-то тоже творческие проекты, потому что надо, чтобы душа не черствела, а это все можно делать через эти проекты. Поэтому мы сейчас объявляем новый конкурс проектов. Прошлый конкурс был очень плодовитый, я бы сказала. Давно у нас не было такого обилия социальных проектов. И я надеюсь, что сегодня
этот наш очередной конкурс, он тоже будет вот, радовать нас до 31 января. Затем проекты будут рассматриваться сначала директорами, а потом экспертным советом. Таким было наше знакомство с создателями первой в Абхазии школы информационных технологий «Лаборатория STEM». А на этом мы с вами прощаемся. До свидания.